Подготовка к спектаклю на открытой площадке – задача непростая. Здесь нет привычной сцены, комфортного зала и заранее установленного освещения. Предстоит не просто постановка, а амбициозный проект, который призван соединить величие ингушской природы с силой искусства, перенеся зрителя в глубину истории и культуры своего народа. Постановка спектакля организована в честь 115-летия со дня рождения Идриса Базоркина. Готовим в горах, на живой фактуре исторической готовим такое-то. У нас были уже раньше подобные проекты, мы делали федеральные, у нас был проект и другие. Делали подобные небольшие постановки на фоне башен, на фоне скал. Но это впервые мы делаем полноценный большой спектакль из «Тьмовиков», то есть ремейк из «Тьмовиков», который у нас идет здесь на нашем стационаре. Мы полностью переносим его в горный массив. Это совершенно новый формат. Очень сложно, это не фильм, это спектакль, очень сложно. Ахмед Алиянов, наш главный режиссер, воплощает эту идею. Работаем мы без выходных до глубокой ночи. И мне кажется, будет очень красиво. Спектакль из «Тьмовиков» – это масштабная постановка, повествующая о героическом прошлом ингушского народа. Его основу составляет историческая драма, переплетающая легенды, сказания и реальные события, отражающие борьбу за свободу, сохранение традиций и самобытности. Сюжет спектакля охватывает широкий временной период, начиная с древних времен и заканчивая более новыми страницами истории. Перед зрителями предстанут яркие образы храбрых воинов и мудрых старейшин. Через их судьбы будут раскрыты ценности ингушского народа. Честь, достоинство, преданность своим корням. Режиссеры постарались создать спектакль доступным для понимания зрителям разных возрастов, используя яркие костюмы, динамичную постановку и музыкальное сопровождение, которое подчеркивает эмоциональную составляющую произведения. Художники и техники на данный момент работают над созданием временной сцены, которая органично впишется в горный пейзаж. Световые приборы будут освещать не только актеров, но и красоту окружающего ландшафта, создавая неповторимую атмосферу. Возможные погодные условия тоже будут учтены. Сильный ветер или дождь могут внести свои коррективы в планы. Учитывая масштабы мероприятия, с организацией справились быстро. По логике это должно было занять не менее месяца, но у нас нет возможности регулярно, там погодные условия и так далее. В общем, у нас репетиционных точек порядка, я сейчас боюсь соврать, где-то 9 точек репетиционных у нас всего, то есть с выездом. Разумеется, там много всего вокруг, что нужно делать. Там вчера там дождь был, но мы занимались чем-то. Организационные вопросы, их очень много приходится решать. Но вот именно там на площадке, вот сегодня мы выезжаем туда попозже, потому что днем дождь, завтра с утра до вечера и послезавтра с утра до вечера работаем до ночи. Зрители смогут насладиться не только театральной постановкой, но и красотой природы Ингушетии, почувствовать себя частью культуры своего народа и укрепить связь с историческими корнями. Насладиться спектаклем сможет каждый желающий. Вход свободный, начало состоится в 17:00. Мадина Цоров, Султан Магушков, Магаз 24.